Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. 9 декабря в Коми Республиканской филармонии пройдет первый городской конкурс красоты «Мисс Сыктывкар-2017». В преддверии этого одно из модельных агентств города организовало кастинг среди девушек от 18 до 25 лет. Отборочный тур на «Мисс Сыктывкар» проходил в несколько этапов. Первый этап – проход девушек по сцене, где судьи могли оценить внешний вид и умение держаться на публике. Второй – представление в купальниках. На финальном этапе, 9 декабря, как раз среди членов жюри будут представители международных агентств из Москвы. Так что для кого-то из девушек она, может быть, сказать, путь в мир высокой моды. В России каждый пятый не может обойтись без сигарет. За 5 лет доля курильщиков, тем не менее, снизилась на 40%. Если в 2013 году потребителями табачной продукции называли себя 40% населения, то в 2015 уже 32%, а в прошлом году 28%. Сегодня о пристрастии к курению заявляют только 26%. Давайте, друзья, будем снижать этот процент. Электронный аукцион на обустройство и обслуживание новогоднего катка на Стефановской площади Сыктывкара стартовал на сайте госзакупок. Цена контракта составляет 515 тысяч рублей. Планируется, что заливать и оборудовать каток будут с 11 по 24 декабря, а проработает он до 11 февраля 2018 года в ежедневном режиме с 10 до 21:00. Как следует из технического задания, площадь катка будет 800 квадратных метров. Ну а теперь к основной теме. К концу года уже многие из граждан столкнутся, кто-то уже столкнулся с ситуацией, когда на их адрес или в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы России придет налоговое уведомление. Что делать с этим документом и как оплатить рассчитанные инспекцией суммы налогов земельного, транспортного и налога на имущество. Об этом и не только сегодня в нашем эфире. Наш телефон 46 90 60. Звоните, задавайте свои вопросы. Тем более, что у нас в гостях сегодня как раз представители налоговой службы. Итак, я с удовольствием вам представляю Светлана Чуракина, начальник отдела работы с налогоплательщиками управления Федеральной налоговой службы по Коми. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами Андрей Бабик, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов управления налоговой службы по Республике Коми. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на самом деле уже уведомления налоговые кому-то пришли, кому-то еще идут. Но если они не приходят, что делать в этом случае? Ну, сейчас как раз завершается кампания по направлению уведомлений налоговых. Массовая отправка документов идет. До 1 ноября эти документы должны прийти в почтовые ящики налогоплательщиков. Если по какой-то причине не пришли, причин на это может быть несколько. К примеру, если налогоплательщик физическое лицо является пользователем личного кабинета, то следует заглянуть в личный кабинет, потому что это уведомление наверняка уже там. Пользователям личного кабинета уведомления выгружаются сразу же, как только налог исчислен. То есть это уже где-то с начала сентября в личных кабинетах уведомления содержатся. Это если ты зарегистрирован, да? Да, если зарегистрирован. И если в личном кабинете не зарегистрировано физическое лицо, ему уведомление направляется по почте заказным письмом. Соответственно, если в личном кабинете не зарегистрирован, по почте уведомление не пришло, возможно, что налог очень маленький. Если налог составляет меньше 100 рублей, то он в течение 3 лет налог может вообще не приходить. То есть начисление придет только тогда, когда общая сумма превысит 100 рублей. А пени не будут начисляться? Нет, пени не будут начисляться. Это нововведение закреплено в налоговом кодексе с прошлого года. И вот уже в прошлом году мы не направляли уведомления тем гражданам, у кого общая сумма налога не превысила 100 рублей. Но это только в пределах 3 лет. Да, то есть если в течение 3 лет даже не превысит 100 рублей, мы все равно обязаны направить, потому что истечет срок исковой давности. И еще одна причина, когда налогоплательщик, физическое лицо, полностью освобождено от налога по льготам. То есть льгот много, льготы разные. То есть вот эти причины. Если ни под одну из причин не попадает, то, скорее всего, да, еще одна причина, если не проживает по месту регистрации человек. Очень часто бывает, что люди прописаны по одному адресу, проживают фактически по-другому, в другом городе, соответственно, они не могут получить уведомление по своему адресу по регистрации и таким образом не получают уведомления. А вот что делать в этом случае? В этом случае, самим проявить какую-то... Да, во-первых, можно написать заявление в налоговую инспекцию о том, что
чтобы заявить адрес взаимодействия, адрес для взаимодействия. Можно самостоятельно обратиться и просто попросить распечатать дубликат уведомления. Вот. Ну и самый такой вот современный удобный способ – это личный кабинет. Тут уже человек не зависит от своего местонахождения. В любом случае, он, неважно, где будет находиться, в любой точке земного шара он сможет получить свое уведомление и оплатить налоги. Да. А вообще, вот, что говорит, есть ли какая-то статистика о том, что люди пользуются все больше личным кабинетом? Конечно, больше с каждым днем, с каждым годом больше пользуются личным кабинетом. Но, как я уже сказала, это удобно, это доступно. На сегодняшний день порядка 150 тысяч граждан республики у нас зарегистрированы в личном кабинете. Если говорить о России в целом, то это почти 25 миллионов зарегистрировано в личном кабинете. Наверняка это от больше такой работы бумажной избавляет, да? Ну, конечно. И, во-первых, это экономия бюджета при направлении уведомлений. То есть насколько меньше тратится средств на направку, бумагу, на конверты, да, на распечатку. Вот. Больше пользуются ведь не только для того, чтобы получить налоги. Через личный кабинет очень много можно услуг получить. Можно, в принципе, не ходить в налоговую инспекцию, а все взаимодействие осуществлять через личный кабинет, потому что физические лица имеют возможность в личном кабинете сформировать электронную подпись, и все документы, декларации, там, заявления, обращения, они все уходят с электронной подписью. И, соответственно, они уже заменяют бумажный документооборот. То есть этот документооборот электронный становится юридически значимым. Есть у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста, в эфире. Хотелось бы такой вопрос задать. Я до сих пор еще не получила налоговое уведомление. А могу ли я как-то это через портал госуслуг увидеть или заплатить? В общем, есть ли вариант? Спасибо большое. Через портал госуслуг мы тоже оказываем электронные услуги. Здесь есть небольшой нюанс. Поскольку налоговые органы владеют огромной информацией такой персональной по налогоплательщику, это и не только имущество, но и доходы физических лиц, эту информацию с личного кабинета мы не можем выгружать в личный кабинет портала госуслуг. И поэтому на портал госуслуг выгружается только задолженность по налогам. А задолженность возникает, когда по сроку 1 декабря налог не уплатили, 2 декабря эти налоги превращаются в задолженность и появятся, соответственно, на портале госуслуг только 2 декабря. Вот. Ну и для того, чтобы не затягивать и не переводить налоги в разряд задолженности, мы советуем пользователям портала госуслуг, используя вот эту учетную запись, зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. Это возможно, если учетная запись подтверждена в центрах, либо в офисах «Мои документы», либо в любых других удостоверяющих центрах. То есть можно физическому лицу, никуда дополнительно не обращаясь, если зарегистрирован на портале госуслуг, если эта запись подтверждена учетная, зайти на сайт налог.ру и зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, используя эту учетную запись. Налоговое уведомление подгрузится в течение 3 дней, и тогда уже можно будет оплатить это уведомление, не выходя с личного кабинета. И даже онлайн можно будет? Да, даже в режиме онлайн. У нас есть много банков-партнеров. На сегодняшний день, по-моему, больше 20 уже банков-партнеров, через которые можно оплачивать налоги. Это удобно? Это очень удобно, да. То есть сразу, если переходить на сайт банка, на страницу банка, зайти, соответственно, уже в личный кабинет банка, и уведомление формируется автоматически. Никаких дополнительных действий проводить не надо. Оплатить и все. Есть еще вариант оплатить через портал госуслуг, пока еще, естественно, когда человек заходит на портал госуслуги, видит, что задолженности нет налоговой, он сидит спокойно и думает, что ничего не надо. Ну, я уже объяснила, что там не будет задолженности, пока не наступил срок уплаты. Но оплатить сам налог можно через портал госуслуг, используя просто услугу оплата. То есть там есть возможность оплатить с универсальным идентификатором документа. Если получили уведомление налоговое, там в квитанции есть индекс документа, 20-значное число. Введя это 20-значное число, человек может оплатить эту сумму налога даже через портал госуслуг.
Это что, опять же, весьма удобно. Да. А у нас есть телезритель на связи, мне подсказывают. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите. А я вот по такому вопросу звоню. Приходила квитанция каждый год с определенной суммой фиксированной. А в этом году пришла в 2 раза сумма увеличена, но коэффициент остался тот же. Вот хочу выяснить этот момент. А налог на Налог. что у вас там, Какой если налог? не секрет? На квартиру, на квартиру. На квартиру, да? Давайте Да. сейчас попробуем разобраться. Ну, коэффициент должен быть, конечно, другой, потому что с 2015 года начисление проводится в соответствии с налоговым кодексом, исходя из кадастровой стоимости. И для того, чтобы не было резкого увеличения такой налоговой нагрузки, идет распределение в течение 5 лет. То есть за 2015 год мы начисляли с коэффициентом, понижающим 0,2, за 2016 коэффициент 0,4. Поэтому если в 2016 году как раз должен быть коэффициент измениться. Ставка налога не изменилась, может быть, скорее всего, об этом и шла речь, что ставка не изменилась. Возможно, да, ставки не изменились, а коэффициент изменился. И изменилась еще кадастровая стоимость, которая является налоговой базой для расчета налога. То есть из-за этого, возможно, увеличение Да, произошло, возможно, да? увеличение из-за этого, потому что в конце 2015 года произошел очередной тур оценки кадастровой. Кадастровая оценка в основном, в большинстве случаев увеличилась. Эту информацию мы получаем с органов Росреестра и используем для расчета налога. Поэтому, да, скорее всего, прошло увеличение. Есть у нас снова телезритель на связи. Добрый день. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вот у меня вопрос к гостям. Год назад, уже больше года назад продали автомобиль. Налог, вот сейчас пришел налог на автомобиль, на старый. Хотя новый-то уже приобрели, а вот пришел налог на старый. Что нам делать? При продаже машины мы оплатили там какую-то сумму от выручки, от вырученных денег. И вот сейчас на старую машину пришло. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но начисление налога проводилось за 2016 год. То есть, если в 2016 году продали машину, то за то количество месяцев, в котором еще были собственниками транспорта, естественно, налог начислен. Другое дело, что очень часто бывает, люди машину продали и забыли о ней, а новый собственник не зарегистрировал ее на себя. И, соответственно, так как мы работаем по данным регистрирующего органа, а органом, который регистрирует транспорт, является ГИБДД. В ГИБДД нету данных о новом собственнике, машина числится на старом, естественно, мы вынуждены начислять на старого собственника. То есть надо проследить, чтобы поставили. Да, надо обязательно проследить, чтобы новый собственник поставил на себя, зарегистрировал эту машину на себя, и, соответственно, той же датой снимется машина со старого собственника. Тут в данном случае, если вы видите, что за весь год начислен транспортный налог, то, скорее всего, новый собственник так и не поставил машину на себя. Тут надо обращаться в ГИБДД. Андрей, вот мы привыкли, что чаще всего налог на доходы граждан удерживается работодателем, а вот кто должен его оплачивать, может быть, самостоятельно и в какие сроки? Да, налог на доходы, как правило, выплачивается налоговыми агентами, которыми у нас являются работодатели, то есть при выплате заработной платы работодатель самостоятельно удерживает 13% с выплачиваемого дохода. Но также есть у нас категория обязанных лиц, которые также представляют в налоговые органы декларации. На сегодняшний день основными категориями все-таки являются лица, которые продали в отчетном году имущество, квартиры, транспортные средства, земельные участки и иные, получили иные доходы, с которых не был удержан налог налоговым агентом. А вот какие еще доходы, помимо продажи имущества, надо декларировать самостоятельно? Ну, помимо продажи имущества декларируют как доходы, полученные по договорам аренды, доходы, полученные по договорам дарения, если это дарение было не между родственниками, ну и любые иные доходы, в том числе, если, допустим, сейчас у нас множество новостроек в Сыктывкаре, если производится ремонт квартиры, то те лица, которые оказывают такие услуги по ремонту, по первичной отделке, также обязаны представить декларацию 3 НДФЛ и задекларировать полученные доходы. Этим преследуется в том числе и принцип справедливости, потому что если все бюджетники со своей зарплаты выплачивают НДФЛ 13%, то и лица иные, которые получают доходы, тоже вроде как обязаны
это будет справедливо в первую очередь. Ну и по закону, опять же. Да, Возвращаясь к личному кабинету, популярность этой услуги возрастает, вы говорите, да? Да, у нас все больше обращений через личный кабинет. Людям намного проще нажать кнопку «Отправить обращение», нежели пойти в налоговую инспекцию. Поэтому вопросов много, количество обращений увеличивается, как правило, после прихода налоговых уведомлений. Вот за 10 месяцев этого года только через личный кабинет подано более чем 1800 обращений. Это только в Республику Коми. Вот. Ну и не только ведь обращения. Можно направить налоговую декларацию о доходах. То есть если человек хочет заявить налоговый вычет или обязан отчитаться по той или иной причине, через личный кабинет направляются налоговые декларации. А вот о льготах своих можно узнать тоже в личном кабинете? О льготах можно узнать даже не в личном кабинете, а просто на сайте налоговой службы в разделе «Электронные сервисы». Мы можем, наверное, показать, да? Вот. Есть электронный сервис, называется «Справочная информация о ставках и льготах». Здесь актуальная информация о всех льготах и ставках, которые в целом по Российской Федерации, в частности, по конкретному муниципальному образованию. Я скажу, что есть федеральные льготы, которые устанавливаются налоговым кодексом. Они применимы для всей Российской Федерации. А есть местные льготы региональные, которые устанавливаются законами республики, законами, то есть не законами, муниципальными актами, решениями муниципальных образований. Вот. И как раз, если мы знаем, допустим, какие льготы в Сыктывкаре, мы не можем знать, какие льготы в Воркуте. А если есть собственность в Воркуте, то об этом можно узнать. Справочная информация о ставках и льготах, можно выбрать, какой налог и какое муниципальное образование. И программа покажет, какие льготы существуют. На самом деле, вот я, готовясь к передаче, посмотрела такие популярные льготы, дополнительные. Вот у нас в городе Воркуте есть дополнительные льготы, допустим, для детей до 18 лет. Они не платят налог на имущество. То есть, если на ребенка оформлена квартира до 18 лет, ребенок освобожден от уплаты налога. Многодетные семьи освобождены тоже в Воркуте. То есть муниципальное образование вправе устанавливать дополнительные льготы, которые не установлены федеральным законодательством. То есть, в принципе, может любой человек зайти, посмотреть, да? Да, может быть, он даже не знал, что у него льготы конечно, такие. да, может посмотреть и по транспортному налогу, по земельному, по налогу на имущество узнать, есть ли льгота. И если льгота есть, то о ней надо обязательно заявить, потому что льгота носит заявительный характер. Если человек не заявил о своей льготе, мы, естественно, не можем знать, имеет он право или нет. Поэтому лучше, конечно, заявить. Есть у нас телезритель снова на связи. Добрый день. Алло. 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 Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Почему у меня пришла налоговая, как сказать, документ этот, платить налоги. И там фигурирует машина, которая снята с регистрации уже давно. Зачем ее пишут? И еще по гаражу. В прошлом году, в 16 у меня квитанция, я заплатил 36 рублей, а сейчас пришла 562 рубля. Какое-то, кстати, такое повышение. Спасибо. Давайте попробуем. Ну, по транспорту, да, мы уже говорили, что надо проверить, действительно снята ли машина с учета ГИБДД. Если она на самом деле снята, то можно к налоговому уведомлению, есть приложение заявления, можно заполнить это заявление, указать, что на самом деле машина снята с учета, и уже налоговые органы будут разбираться. То есть мы межведомственный запрос направим к ГИБДД, если они подтверждают, что действительно машина снята, они, соответственно, нам эту информацию в электронном виде направляют, налог будет пересчитан. Что касается увеличения налога на гараж, то, опять же, говорили о том, что был перерасчет кадастровой стоимости и, возможно, увеличилась кадастровая стоимость. Это первая причина. И вторая, то, что применен коэффициент 0,4 по сравнению с прошлым годом, то есть в 2 раза коэффициент увеличен. Вот это и повлекло увеличение суммы налога. Андрей, вот такой вопрос. Порядок отчета о доходах от сдачи жилья в аренду и оплаты налога, он во всех случаях одинаков или как? Ну, в этом случае нужно разделить плательщиков первоначально на 2 группы. Это либо физические лица, либо индивидуальные предприниматели. Если физические лица, то по доходам от аренды может налог удерживаться как налоговым агентом, арендатором.
Если либо физическое лицо самостоятельно может отчитаться о полученных доходах, представив по итогам года декларацию 3 НДФЛ в налоговый орган. Если же это предприниматель, то предприниматель волен сам выбирать систему налогообложения, которую он будет применять в отношении таких доходов. Это может быть как НДФЛ, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения. И они имеют свои нюансы. 3 НДФЛ, также по итогам года нужно представить декларацию 3 НДФЛ. По упрощенной системе декларация также сдается один раз в год. Если по НДФЛ плательщики уплачивают 13% с полученного дохода, по упрощенной системе можно выбрать 6%, можно выбрать 15%. Сумма налога уменьшается на уплаченные страховые взносы. Либо патентная система налогообложения, она, наверное, является для предпринимателей самой удобной на сегодняшний день. Никакую отчетность сдавать в налоговый орган в данном случае не нужно. Можно просто обратиться с заявлением в налоговый орган и получить патент на срок от 1 до 12 месяцев. Это вместо того, чтобы платить налоги, получится, да? Не платить налоги, вместо того, чтобы сдавать декларации по упрощенному. То есть, когда предприниматель сдает декларацию, по ней проводится камеральная проверка. Со стороны налоговых органов в случае неверного заполнения могут быть те или иные претензии. В случае, когда применяется патентная система, вы просто обращаетесь с заявлением, вам выдается патент, и вы по этому патенту работаете. Это удобно. Очень удобно, да. Во-вторых, законом 87 РЗ у нас предусмотрены довольно-таки низкая стоимость патента. То есть тот налог, который по этой системе будет оплачиваться, он довольно низкий. Так, если сдается в аренду жилая недвижимость, то это будет 209 рублей с 1 квадратного метра в год. И если это нежилое имущество, то 360 рублей с квадратного метра в год. Это получается, что если сдается квартира примерно 50 квадратных метров, тогда по патенту нужно будет уплатить порядка 10 тысяч рублей в год. Ну, это небольшая сумма, если на целый год смотреть. Есть у нас телефонный звонок снова. Добрый день. Здравствуйте. Да, мы вас У меня слушаем. такой вопрос. Вот пенсионеры освобождены от налога на квартиру, дачный участок, дальше там гараж, машину. А скажите, пожалуйста, они освобождены от всего этого или конкретно от чего-то? Ну, имея все, да, вот все вот перечисленное, освобождение от налога от одного конкретного там имущества какого-то. И еще квартира, налог, значит, на квартиру он зависит от площади. Спасибо. И еще у меня, извините, да, еще да, один вопрос у меня. Вот я, допустим, нанимаю работников на ремонт квартиры по договору. И в этом случае я считаюсь работодатель. Я должна что-то отчислять как работодатель? Спасибо. Такой внушительный список вопросов. Я с первого вопроса, наверное, начну. Да, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, но не на транспорт. От транспортного налога пенсионеры не освобождены. Значит, освобождаются пенсионеры от налога на имущество только в отношении одного объекта каждого вида. То есть один жилой дом льготируется, одна квартира или комната, один гараж или машиноместо. Если у пенсионера 2 квартиры, то по одной квартире идет льгота, вторая квартира идет под налогообложение. В принципе, да, пенсионер может выбрать, на какое имущество применить льготу. Но, в принципе, если он не выбрал, то автоматически программа льготу предоставляет на большую сумму налога. То есть меньше остается к уплате. Что касается площади, площадь не зависит, потому что объектом налогообложения является кадастровая стоимость. Вот. То есть кадастровая стоимость, да, площадь не влияет. Кадастровую стоимость нам предоставляет Росреестр, ставка налога устанавливается муниципальным образованием, то есть тут площадь не фигурирует. Ну и касаемо финального вопроса о том, что когда нанимают людей для ремонта... Физические лица не являются налоговыми агентами по отношению к своим работникам, поэтому вам самостоятельно исполнять функции налогового агента не нужно перечислять за них налог на доходы физических лиц. Нанимая таких работников, мы должны в первую очередь убедиться, являются они предпринимателями или нет.
Предприниматели самостоятельно отчитываются в налоговую инспекцию. В случае, если нет, не зарегистрированы в качестве предпринимателей, то, чтобы удостовериться, вы можете обратиться в налоговый орган, представить нам либо договор, либо расписки, которые получили эти работники, и мы, в свою очередь, привлечем их к декларированию полученных доходов. Так что вот сильно переживать, в общем-то, не стоит. Есть еще телефонный звонок на связи у нас. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, ребенку 5,5 лет. На него проходит извещение для уплаты налогу при живых родителей. Насколько это правильно? Спасибо. Давайте попробуем разобраться. Ну, это правильно. Гражданским кодексом установлено, что все несовершеннолетние, то есть за несовершеннолетних детей действия законные представители производят, в том числе и уплачивают налоги. И если уж зарегистрировали собственность ребенка имущества, то до 18 лет обязанность по уплате налогов несет родитель, то есть законный представитель. Вот, поэтому, естественно, налоги приходят на налогоплательщика, то есть ребенка оплачивает родитель. Причем вот с прошлого года, тоже с конца 2016 года в налоговый кодекс внесены изменения, что возможна оплата за налогоплательщика третьим лицом. Раньше это было запрещено, и были, конечно, небольшие такие уточнения приходилось проводить людям, которые оплачивали за супруга, за детей. Вот, налог мог сесть только не на налогоплательщика, а на плательщика, то есть тот, кто оплачивал, а у физического лица, кому начислены налоги, начислялась пеня. То есть вот такие вот нюансы были, и мы их, естественно, уточняли. Вот. А теперь может спокойно глава семьи оплатить за всю семью, да. Единственное, что надо только внимательно смотреть реквизиты налогоплательщика. То есть ИНН и фамилия, имя, отчество должны быть указаны налогоплательщика. А плательщик уже может быть любое лицо. Да. Ясно. Продолжается рабочий полдень на Юргане. Мы в прямом эфире 46 90 60. Сегодня мы говорим о налогах, мы говорим, которые, собственно, надо уплатить до 1 декабря. Уведомления кому-то пришли, кому-то еще идут, у кого-то они в личном кабинете. Так что, если вы зарегистрированы на сайте налог.ру, то загляните туда. Может быть, та сумма, которая вам пришла, уже просит, чтобы ее оплатили. Ну, а у нас телезритель на связи. Добрый день. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если налог не пришел до ноября месяца, до конца, а 1 декабря уже нужно отчитаться, как быть? Угу. Спасибо. Такое может быть? Ну, такое может быть. Причины мы уже говорили, причин может быть много. Самый простой способ — обратиться в ближайшую налоговую инспекцию. По месту жительства? По месту жительства, да. И вам распечатают дубликат налогового уведомления. Вот мы ранее в первой части программы говорили, часто мелькало словосочетание «кадастровая стоимость», да? А вот если не согласен человек с кадастровой стоимостью, что делать в этом случае? Кадастровая стоимость, вообще организованная оценка, да, это кадастровая оценка Министерством имущества. И кадастровая стоимость на 1 января 2016 года уже утверждена приказом Агентства по управлению имуществом Республики Коми. И за 2016 год, то есть по расчетам за 2016 год, ее уже не исправить. Но если принципиально налогоплательщик видит, что кадастровая стоимость завышена, и по сравнению с рыночной стоимостью кадастровая оценка все-таки приближена к рыночной, то он вправе оспорить эту кадастровую оценку в комиссию, которая работает при Росреестре, либо напрямую в суд. То есть это право гражданина ее оспорить. Да? Андрей, ну вот много людей сдают жилье в аренду, но не все об этом говорят. Как-то выявляются вот эти факты сдачи жилья в аренду? Ну, в первую очередь мы работаем на основе поступающих обращений от плательщиков, когда соседи указывают нам на тех лиц, на те квартиры, которые сдаются в аренду. Мы проводим рейды совместные с правоохранительными органами, выходим на эти квартиры, запрашиваем и требуем документы, на основании которых лица, находящиеся в квартире, проживают там, копии договоров аренды и расписки. Дальше уже привлекаем собственника к декларированию полученных доходов.
Также мы самостоятельно проводим на основе тех данных, которые у нас есть, самостоятельно проводим анализ баз данных, выявляем тех лиц, у кого в собственности 2 и более квартиры, и уже работаем адресно с такими собственниками. Есть у нас снова телезритель на связи. Добрый день. Ко Алло. мне обращаетесь? Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Ага. Извините, пожалуйста, может быть, вы уже отвечали, но, может быть, я прослушала. Я просто хотела спросить. Каждый год приходил налог на квартиру 200 рублей, но в этом году пришло 2000. Это 1 к 10. Это ошибка или так и должно быть? Извините, пожалуйста. Спасибо. Ну, скорее всего, изменилась кадастровая стоимость. То есть надо просто посмотреть налогооблагаемую базу и сравнить ее с предыдущим налоговым уведомлением. Такая вот значительная сумма налога могла только за счет кадастровой стоимости Ну, то есть это можно повыситься. обратиться куда вот телезрительница лучше? Территориальный орган налоговой службы? Да, можно в налоговую инспекцию по месту жительства обратиться и еще раз посмотреть, посмотрят, правильно ли начислен налог. Но сведения о кадастровой стоимости, они, когда проводилась оценка, они были опубликованы, во-первых, Министерством имущества, то есть можно найти соответствующий нормативно-правовой акт об оценке, найти там кадастровый номер своего объекта и посмотреть, как оценена та или иная квартира. Во-вторых, можно воспользоваться электронными сервисами Росреестра, там есть тоже публичная кадастровая карта, там можно найти свою квартиру, опять же по кадастровому номеру будет удобнее, и посмотреть, какая кадастровая стоимость. Исходя из этого, можно самостоятельно путем калькулятора, который на сайте налоговой службы есть, посчитать сумму налога, если не согласны. Так что да, обратитесь, пожалуйста. Таким образом можете это сделать. И снова у нас телезритель на связи, уже заключительный звонок. Добрый день. День добрый. Да, слушаем вас. Вот вопросик у меня, значит, к этим. Да, мы вас слушаем, говорите. Скажите, пожалуйста, какие пенсионеры, то есть инвалиды, платят транспортный налог? Какая группа? Спасибо. Транспортный налог, значит, от транспортного налога освобождены инвалиды 1-й и 2-й группы. И на транспорт до 100 лошадиных сил. То есть если на эту категорию налогоплательщика зарегистрирована машина с мощностью более 100 лошадиных сил, то, соответственно, льгота не предоставляется. Если меньше, то предоставится льгота. Об этом также надо заявить налоговую инспекцию, написать соответствующее заявление и приложить справку, подтверждающую инвалидность. Ну, все, по-моему, все понятно, объяснили. Андрей, скажите, пожалуйста, а у нас сколько вообще людей, которые добровольно в республике декларируют свои доходы? Ну, у нас надо отметить, что в этом году поступило более 90 тысяч деклараций в целом. Из них 25 тысяч представлено обязанными лицами, то есть те, кто получили доход, с которых не был удержан налог. И на сегодняшний день у нас по каждой территории статистика разная. Ну, допустим, по Сыктывкару у нас от продажи квартир и имущества задекларировали доход порядка 90% граждан, от продажи земельных участков порядка 85% граждан. За несвоевременное представление декларации предусмотрена налоговым кодексом ответственность, это штраф по 119 статье, 5% от уплаченной суммы налога, но не менее 1000 рублей. И за несвоевременную плату также предусмотрена ответственность 20% неуплаченной суммы налога. Поэтому мы рекомендуем плательщикам своевременно определять свои обязанности и представлять декларации в инспекции. Ну, вообще, вот в целом, если говорить о республике, можно говорить, что у нас добросовестные налогоплательщики в регионе? В большей степени? В целом, в большей степени, да, добросовестные. Вот если сравнить, то есть смотреть 2016 год, то имущественные налоги оплатили более 73% налогоплательщиков. Вот. И с каждым годом этот процент повышается. И потом мы же работаем над повышением налоговой грамотности. У нас каждый год, вот сейчас опять в течение ноября месяца мы будем проводить уроки налоговой грамотности. Мы выходим, начиная даже с детских садов, школы, вузы, рассказываем, почему важно платить налоги, куда эти налоги идут, на какие цели расходуются. Вот, что бюджет никак не может жить без налогов. Основа бюджета – это именно налоги. Вот, и как раз хотела бы презентовать вот такой вот календарь. Мы в честь Дня защиты детей мы проводили уроки налоговой грамотности. Так,
правильно, Да, видно. Да, рассказывали детям, почему надо платить налоги, куда они идут. И вот в художественной школе детки рисовали. То есть это вот детские рисунки Да, здесь в это календаре? детские рисунки. Все рисунки подписаны, то есть кто автор рисунка. Мы сделали с этими детскими рисунками такой вот календарь на 2018 год. Дети, которые рисовали, уже частично получили эти календари, они очень были рады, что их рисунки вошли в такую вот продукцию полиграфическую налоговой службы. Ну, естественно, мы будем эти календари раздавать на уроках налоговой грамотности дальше, которые будем проводить. Вот сделали вот такие вот календарики, которые тоже налогоплательщикам раздаем, с напоминанием, что забота о будущем начинается с уплаты налогов. Поэтому подрастающее поколение уже знает, куда и на что направлять. У нас в в заключении эфира есть возможность призвать жителей, собственно, прийти и заплатить. Можете это сделать. Да. Ну, и еще раз напоминаю всем жителям республики, что 1 декабря наступает срок уплаты налогов. Пожалуйста, не затягивайте до последнего дня. Посмотрите, если не получили налоговое уведомление, обращайтесь в налоговую инспекцию, которая поближе к месту вашего жительства. Можете обратиться также и к нам в управление. Мы всегда и подключим к личному кабинету, и распечатаем налоговое уведомление, и сделаем все возможное, чтобы вы смогли оплатить налоги в указанный срок. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали подробно о всем, что нам так необходимо знать, действительно. Надеюсь, что добропорядочных налогоплательщиков станет больше. Будет становиться больше и больше. Друзья, напоминаю, что посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. Желаю вам хорошей трудовой недели. Всего хорошего. До свидания.